Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Ликвидировать аварийный фонд в Северной Осетии намерены до 2017 года. Уже сейчас в новые квартиры готовы переехать более 200 семей. Программа переселения из ветхого жилья реализуется в рамках майских указов Владимира Путина. Ежегодно в Осетию привозят карпа, белого амура и толстолобика. Сегодня в озеро Бекан выпустили около 15 тысяч мальков. Их разводят не для промышленных целей, а для восполнения дефицита рыбных запасов. Подробности у Тамилы Хамицаевой. Впервые во Владикавказе проходит республиканский конкурс «Мы помним». В фестивале принимают участие около 150 молодых певцов в возрасте от 14 до 25 лет. Они исполняют песни военных лет. Эти и другие темы далее подробно. Этот многоквартирный дом в Алагирском районе почти готов к заселению. Через пару месяцев сюда переедут семьи, чье жилье признали аварийным. Просторные квартиры с полноценным ремонтом полностью соответствуют современным требованиям. Новым жильцам нужно будет только завести мебель. Перед строителями поставили непростую задачу. Они должны не только построить дома. Отделочные работы и благоустройство территории тоже выполнят подрядчики. В Алагирском районе из аварийного жилья до 5 ноября переселят 40 семей. Новая многоэтажка появится и в высокогорном селении Бурон. Аукцион прошел в прошлом году, в декабре. Контракт был заключен 26 декабря прошлого года. В принципе, работы начались с февраля прошлого года, с февраля-марта. Подготовительные работы. И вот сейчас уже вы видите, что дом завершает строительство. 3 многоэтажных дома строят в Ордоне. Здесь в новые квартиры с индивидуальным отоплением переедут 36 семей. Как сказать правильно, это декоративная отделка. Мы уже заканчиваем этот подъезд, хотим в скором времени все это закончить. Я думаю, местным жителям это все понравится. В Министерстве строительства, энергетики и ЖКХ отмечают, что из аварийного жилья переселят всех до наступления холодов. Правобережный район сдаст в эксплуатацию 18 квартир. Моздок 23, Владикавказ 57. Мы все с вами знаем майские указы президента Российской Федерации. Они связаны с ликвидацией аварийного фонда. И всем субъектам были даны поручения, чтобы направить и принять ряд мер для ликвидации аварийного фонда. Нашим правительством был принят план мероприятий, который представлял из себя до 1 сентября 2017 года, соответственно, ликвидировать заявленный жилищный аварийный фонд. В следующем году квартиры получат еще 183 семьи. Под снос идут 32 аварийных дома по всей республике. Это Ордонский, Пригородный, Моздокский, Правобережные районы, а также Владикавказ. Программа переселения из ветхого жилья рассчитана на 9 лет. Полностью ликвидировать аварийный фонд Северной Осетии намерены до 2017 года. На это потратят около 1,5 миллиарда республиканских и федеральных средств. Эта программа включена в майские указы президента Владимира Путина. Если поставленные задачи не будут выполнены в срок, из республиканской казны придется выплатить крупные штрафы. Елена Черенкова, Атсамас Кочиев, Осетия ТВ. Ставропольский край, Ордонский район Северной Осетии, озеро Бекан. По такому маршруту следует 45 тысяч рыб в течение полугода. Программа по сохранению и воспроизводству рыбных запасов в республике действует уже 10 лет. Ежегодно в Осетию привозят мальков карпа, белого амура и толстолобика. Мальков мы приобретаем в основном Ставрополя. Также и корма приобретаем в основном там, так как там более качественная и продукция, и мальки хорошего качества, которые, по крайней мере, все у нас вырастают. Адаптируются к местному климату мальки в Ордонском районе. 5 озер становятся для них обиталищем на несколько месяцев. Все это время рыба находится под пристальным надзором специалистов. Подросшую рыбу из Ордонских озер перевозят в естественные водоемы республики. Этот белый амур на самом деле пока совсем малыш. За несколько месяцев он вырастет еще минимум на 30 сантиметров. После контрольного вылова и взвешивания рыбу могут отправить в другие районы Северной Осетии. Перевозят ее в специальной машине, оснащенной емкостью для воды и кислородным контейнером. До места назначения она прибывает в целости и сохранности. Середина осени – наиболее благоприятный период для переселения. Именно сейчас водные обитатели откладывают икру. Сегодня у нас начался сезон осенний нерест. С 15 октября по 15 декабря это сезон для зимне нерестящихся рыб. К ним относятся
Каспийский лосось, форель речная, проточная, горная форель, пестрятка. Вот это все. Для них, значит, сейчас открыт сезон нереста, то есть их даже на удочку с сегодняшнего дня начиная ловить нельзя. В новом месте рыба уже не нуждается в подкормке. Питается она в основном тростником и водорослями. Карпов, амуров и толстолобиков разводят не для промышленных целей, а для восполнения дефицита рыбных запасов. На территории водоемов разрешена только так называемая спортивная рыбалка. Тамила Хамицаева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. 44 года спустя легенда советского кино, югославский актер Гойко Митич снова приехал на Кавказ. Эта встреча стала возможной благодаря его другу Эльбрусу Уртаеву. Несмотря на свою занятость, Гойко Митич нашел время, чтобы пообщаться с восторженными поклонниками. Его преданные зрители задолго до появления знаменитого Чингачгука собрались на ипподроме. Поклонник актера Дмитрий Яковенко впервые увидел фильм «Сыновья большой медведицы» с участием Гойко Митича в 8 лет. С тех пор он всегда мечтал о встрече со своим кумиром. Любовь к творчеству актера и стремление быть похожим на отважного героя он пронес через всю жизнь. И эти качества передал своей дочери. Вот такой мужчина. Я подражал его во всем. Законный спорт пошел, с лука стрелял, копье кидал, только чтобы быть похожим на Гойко Митича. Конечно, я уже лысый, а он седой. А я как дочка всему этому свидетель. У нас очень много сувениров дома. Каждый наш маломальский знакомый считает своим долгом привезти нам с любой страны мира индейца. У нас и подсвечники индейцы, у нас и маски настоящие обрядные, у нас и маски с перьями. В общем, у нас вигвам, приходите к нам в гости. Добрые полчаса поклонники не отпускали актера к лошадям. Он раздавал автографы и фотографировался со своими фанатами. Гойко Митич рассказывает журналистам, что хочет посмотреть здешних скакунов. Ему 74, но он, легко оседлав коня, дает импровизированный мастер-класс вместе со своим другом Эльбрусом Уртаевым. Когда люди приручили первого лошадь, до сих пор лошадь всегда помогала. Но сегодня у нас машины, вот такой другим делом. Но лошадь осталась. День был полон приятных встреч и сюрпризов. Вечером Гойко встретился с журналистами. Узнав об этом, некоторые поклонники нашли возможность попасть и на эту встречу. Искренние признания и слова восхищения в адрес легенды смутили актера. Для меня вы лично были эталоном мужской красоты. Я вам в этом признаюсь честно. Раз можно все, позвольте мне вас... В кино Гойко Митич попал еще будучи студентом. Сначала эпизоды, массовка, затем последовали серьезные роли. Дебютировал он в фильме «Сыновья большой медведицы». Именно после этой картины предложения буквально посыпались. Актер говорит, что ему дорога каждая работа. Однако настоящей звездой его сделала роль Чингачгука. Однажды его даже приняли в семью индейцы, нарекли именем Волк. Такое, признается актер, случается лишь раз в жизни. Ich war Student Sporthochschule. Гойко был студентом педагогического института по спорту. Этого было достаточно для того, чтобы у него получилась такая фигура, и он очень надеется, что его фигура отличалась от фигуры вот этих культуристов. Wäre ich als Bodybuilder wahrscheinlich nicht in der Lage, alle Szenen selbst zu machen ohne Double. И он считает, что культурист не смог бы выполнить все те сцены, которые он делал без дублера. Встреча завершилась национальными танцами. Актера настолько тронул Хонга Кафт, что он и сам попробовал станцевать. В дар знаменитому индейцу преподнесли национальные сувениры. Гойко Митич проведет в Осетии еще один день, посетит выставку «Легенды Кавказа», увидит красоты Феогдонского ущелья и проведет мастер-класс студентам факультета искусств СОГУ. Залина Губурова, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ. Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная отечество мое. На целый день Владикавказ погрузился в воспоминания. В каждом уголке города слышатся строчки известных произведений Костахи Тагурова. Сегодня республика отмечает 155-летие выдающегося поэта. К памятникам основоположника осетинской литературы возложили цветы. Школьники, педагоги, жители города и представители власти собрались у могилы великого поэта. Почтить его память. Каждый сказал несколько слов. Учащиеся начальной школы читали стихи. Иран фарманца,
Вклад Коста в осетинскую культуру неоценим. В каждой школе его творчеству уделяют особое значение. Сегодня учащиеся рассказывают стихи о поэте, ставят сценки его известных произведений. Организованный конкурс чтецов, посвященный юбилею Коста Хитагурова. Это конкурс, и со всех училищ республики будут выступать. Мы все сегодня вот готовились на этот праздник, приготовили сценку. Мы готовились очень тщательно, надеюсь, понравится это публике. Румяный луч заката на Эльбрусе погас, пригнал к пещере стада пастух в урочный час. Собрались понемногу товарищи его, не видно, слава Богу, потерь ни у кого. К юбилею приурочена и премьера мультфильмов на осетинском языке. «Малыш и Карлсон», «Простоквашино», «Винни-Пух». Любимые герои говорят на осетинском. В зале Дворца пионеров раздается детский смех. Вот мы и дома изучаем свой родной язык, и в детском саду, и в школах. А если они еще в придачу к этому будут смотреть вот эти мультфильмы на своем родном языке, естественно, это огромное подспорье, и наши дети не будут забывать свой язык и будут обучаться ему. Детям очень нравится, они с таким удовольствием смотрят, они так смеются. Значит, если смеются, то понимают слова, и им это очень приятно смотреть. Вся республика благодарит Коста Хитагурова за неоценимый вклад в развитие нации. Известный на весь мир поэт всю жизнь посвятил родине. Каждое стихотворение пропитано необъятной любовью к своему народу. Более 100 лет потомки лелеют память о своем предке. Заслуги поэта не стерлись со временем, а лишь крепнут в наших сердцах. Культура осетинского народа будет жить, пока жива память о Коста Хитагурове. А эта память вечна. Сабина Аборова, Евгений Маркин, Осетия ТВ. День Победы, журавли, шли солдаты, Катюша. Песни военных лет обрели новую жизнь. Впервые во Владикавказе проходит республиканский конкурс «Мы помним». В течение 2 отборочных дней в фестивале примет участие 150 молодых певцов в возрасте от 14 до 25 лет. Первая цель – это подарить нашим ветеранам еще один день тяжелых, но радостных воспоминаний, потому что это была победа, это был великий день, и его нельзя забыть. И эти годы, которые были выиграны кровью и ценой жизни многих людей, героев, это неоценимый вклад в будущее, который мы получили. В финал попадут всего 5 человек. Выступления конкурсантов будут оцениваться по 5-бальной системе. В жюри фестиваля заслуженные работники культуры России. Как признаются сами конкурсанты, для них участие в подобном фестивале – большая честь. Во-первых, это вокальный интерес. Во-вторых, конечно же, хотелось бы передать всю ту мощь, во-первых, в песнях, то, что раньше люди именно в войну, эти тексты писались именно в войну, и люди пели от души. И хотелось бы тоже это передать именно вокалом своим, и чтобы люди почувствовали то, что раньше было. Ну и плюс, конечно, чтобы мы это никогда не забывали. Конкурс учрежден общественной организацией ветеранов «Мы помним». По словам организатора Сергея Казаченко, в следующем году он станет международным. Уже 30 октября пройдет гала-концерт с участием победителей и мастеров искусств республики. Его посетят и столичные гости. Рая Дзантьева, Вадим Джоев, Осетия ТВ.